На этот раз такое вождение с рук может не сойти. В Татарстане начали разбираться с действиями челнинки, которая посадила за руль авто своего 6-летнего сына и запостила в соцсетях езду на скорости 130 километров. В отношении женщины полиция и следком начали проверку, собираются вызвать и на комиссию по делам несовершеннолетних. Что ей двигало и какая реакция общества, узнал Дмитрий Аринин. Так, со скоростью 130 км в час на спидометре с заголовком «Счастливый ребенок» челнинка Агина Алтынбаева выложила у себя в соцсетях видео поездки 6-летнего сына. Что это было? Вот как ответила мать. Ну, у меня сын вообще, он с 4 лет может ездить, как бы нормально у него есть успехи в этом, почему бы и нет. Если ему нравится мужчина, он готовится стать мужчиной, поэтому он должен уметь делать это. Осуждать здесь есть что, говорят татарстанцы. Это ужасно, потому что может пострадать не только он, но и других аварийных случаев сделать. Ну, ни в коем случае уж нельзя. Как это? Лишать родительского права, либо какие-то радикальные меры принимать не нужно, но какое-то наказание должно быть. Эта поездка не осталась без внимания у уполномоченного по правам ребенка в Татарстане. Лишнее, наверное, говорится о недопустимости помещения ребенка в такие ситуации, которые представляют потенциальную угрозу. Не первый раз, да, мама вот такие эпатажные ролики, участниками которых являются ее несовершеннолетние дети, не первый раз она размещает, поэтому здесь разговор должен быть достаточно серьезный. Как стало известно, к вечеру Следственный комитет начал проверку. Принимать меры будут и в ГИБДД, и в отделе полиции по делам несовершеннолетних. Проводит проверку по факту видео из соцсетей, на котором несовершеннолетний ребенок управляет автомобилем. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение. Отметим, что в Татарстане и в России это не единственный случай материнской беспечности. И сажали за руль, и кормили во время езды, и были пьяными. Смотри внимательно. Ребенок за рулем там. Кормит ребенка за рулем. Это просто капздец какой-то. Видели, знак сорвало, да? И такие поездки порой заканчиваются не просто хайпом и мерами воздействия, но и кладбищем. Дмитрий Аринин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань, Набережные